25 лет назад на основании соглашения об основных принципах урегулирования грузино-абхазского конфликта, которое было подписано главами России, Абхазии и Грузии 21 июня 1994 года, в нашу страну вошли коллективные миротворческие силы. Но все бремя миротворческой операции на протяжении 14 лет несла Российская Федерация. Открывая круглый стол, Константин Затулин отметил, что более 40 тысяч российских солдат и офицеров участвовали в миротворческой миссии в Абхазии, и что в республике глубоко чтят память 117 российских солдат и офицеров, погибших в ходе миротворческой операции. Двое из них были удостоены звания Героя Российской Федерации посмертно. Мы собрались сегодня через неделю после того, как 21 июня в республике уже отметили четверть века с момента начала миротворческой операции СНГ в зоне бывшего грузино-абхазского конфликта. Операция носила гриф «Операция СНГ», но участвовал в обеспечении миротворческих усилий российский контингент, только военнослужащие Российской Федерации. С 1994 года российские миротворцы успешно справлялись со всеми поставленными задачами. Это предотвращение возобновления военных действий, оказание гуманитарной помощи, пресечение действий террористических и диверсионных бандформирований. Миротворцы принесли в Абхазию мир на долгие годы, отметил президент Рауль Хаджимба. Для Абхазии 25-летие миротворческой миссии – это очень важная дата, так как невозможно переоценить вклад российских миротворцев в поддержание мира в республике. Мы хорошо помним те усилия, которые прилагались для того, чтобы миротворчество состоялось. Как к этому процессу относились в самой Грузии, как относились западные государства к этому процессу. Мы хорошо помним, какие были попытки включить в этот процесс представителей множества других государств для того, чтобы здесь решать совершенно другие задачи. Представители России, и в первую очередь глава нашего государства тогда, Владислав Ардзенба, сумели отстоять эти позиции. И хотя и назывался он контингентом миротворческих сил стран СНГ в большинстве своем, но на самом деле контингент этот состоял из представителей вооруженных сил Российской Федерации. В 2008 году Россия признала нас, но перед этим были выведены миротворческие силы. Тот сложнейший период, когда Абхазия могла остаться опять одна со своим противником, а таковое имело место в нашей истории. Я думаю, Константин Федорович и все остальные, вы помните, когда было принято решение со стороны российского руководства о выводе Гудаутской базы, о выводе пограничных сил Российской Федерации с территории Абхазии. Тогда как раз-таки Владислав Григорьевич говорил: не делайте этого, вам придется вновь вернуться. И это подтвердилось самой жизнью. Выступавшие в ходе круглого стола отмечали, что присутствие миротворцев в немалой степени способствовало развитию событий, которые привели к признанию России государственной независимости Абхазии. Помимо поддержания мира, российские миротворческие подразделения содействовали решению политических, гуманитарных и иных аспектов грузино-абхазской войны. Все эти операции, в том числе операцию в Абхазии, называли операцией по поддержанию мира. Категорически с нами не согласилось ни западное сообщество, ни ООН, никто. Это, говорит, не может быть, вы все делали неправильно. Да, это была такая определенная установка. Но наступило время, когда мне приходилось выступать на Западе, там, в Гарварде, я уже мог спокойно говорить: да, господа, это была не операция по поддержанию мира, это немножко другие были операции. Когда на одном из этапов российское руководство и грузинское обратилось в ООН с просьбой ввести миротворцев в Абхазию, то есть прекратить кровопролитие, остановить, он ответил, что у них на это нет денег. И поэтому именно военнослужащие здесь занимались этим вопросом. Министр иностранных дел Абхазии Дауркови отметил, что невозможно переоценить роль российских миротворцев в истории абхазского государства. Российские военнослужащие поставили под угрозу свои жизни ради обеспечения безопасности граждан Абхазии. Абсолютно невозможно переоценить роль и значение российских миротворцев
в истории нашего современного абхазского государства. Мы все прекрасно понимаем и помним, что, ставя под угрозу в первую очередь свою жизнь, эти люди обеспечивали безопасность и сохраняли жизни наших граждан, нас с вами. Конечно же, мы все понимаем, что миссия миротворцев – это очень ответственная и благородная миссия. И в современном мире миротворческие миссии, они являются достаточно важным инструментом для поддержания мира и обеспечения безопасности в ходе региональных конфликтов. Круглый стол «Хотят ли русские войны» был организован по инициативе ветеранов-миротворцев руководства Абхазии Института стран СНГ. На Алакове, Томас Чиковани, Абхазское телевидение.